Мы Гарнамали. Здравствуйте! В нашем районе проживает более 87% коренных жителей горномарийцев. 11% составляют русские и 0,6% составляют другие нации. А вы когда-нибудь задумывались над тем, что наш район и город продолжает жить и процветать отчасти благодаря тем, кто вернулся на малую родину? Кто через свою жизнь транслирует, что можно жить хорошо и в глубинке, найти себя, заниматься любимым и полезным делом. Сегодня в выпуске я вас познакомлю с тем человеком, чьи киоты, иконостасы и царские врата вы можете часто видеть в храмах Гарномарийского района. Дорогие мои, не забывайте подписываться на канал, ставить напоминания, лайки, комментировать, пересылать друзьям. Ведь именно от вас зависит дальнейшая жизнь нашего с вами канала. И не забывайте, что историю творят простые люди. Ром, куда мы сейчас с тобой едем? В Кудыкину гору. Зачем? Кудыкать. Тебе нравится своя работа? Ну вот. Да. Мне нравится деньги тратить. Я люблю деревенскую выпечку. Сейчас мы выпьем по чашечке. Так, там не надо ничего снимать, ты чё? Что там? Мало ли что там. Спандер как может помочь в данной ситуации? Не поможет. Короче, понятно. Все считалось, в общем, ничего не осталось. Ладно, вернемся. Дубль 2. Сочник. Держи. Ром, как часто ты ездишь в какие-то населенные пункты? Ты имеешь в виду в деревне в разные? В церкви, допустим? Ну, Да. по работе только вот в какие-нибудь деревни на вроде Кашбаш, Пайгусово, Беловато, ну в такие места, да. Ну, бывает раз в месяц, наверное, минимум. Когда какой-то проект в мастерской уже заканчиваются какие-то процессы, я беру уже эту готовую продукцию и уже везу, устанавливаю это уже на объект, в храм. Вот этот храм был совсем не так давно местным клубом, в котором проводили дискотеки, молодые пары знакомились, а теперь, видите, вернули ему прежний былое звание храма. Рабочая экипировка. Ром, расскажи, что ты здесь делаешь? Это каркас для иконостаса. Он одноярусный, небольшой. То есть есть центральный престол, и обычно справа и слева еще строят два небольших. Вот это все иконостас. Здесь будут царские врата. А вот, кстати. Вот элементы этого иконостаса резные, они уже готовы. Тут столбы основные. И врата уже готовы. Это врата царские, да. То есть они здесь лежат, просто узор, без каркаса. Вот это арки. Ну и много других элементов. Они здесь все упакованы в коробках. Это дьяконская дверь. Вот она стоит уже готова. То есть она будет визуально скрыта, не будет понятно, что она вообще здесь есть. Когда... Скажи, пожалуйста, вот ты часто бываешь в святых местах, и у тебя заказы именно от Русской Православной Церкви. Ты чувствуешь присутствие Бога в своей жизни? Тот, кто ищет, тот найдет, мне так кажется. То есть всегда ты, когда обращаешь внимание на детали,
вдумчиво живешь, если, то Бог всегда присутствует. Мне так кажется. Не знаю, как сказать по-другому. А были ситуации, когда ты прям понимал, что тебе помогали высшие силы? По вере вашей воздастся вам. То есть, получается, то, на что ты обращаешь внимание, какой ведешь с собой диалог и с жизнью, конечно, ты видишь разум. То есть во всем ты видишь разумное и закономерное, как будто все это огромные часы с шестеренками. Ты видишь весь общий механизм, обращаешь внимание на сцепку этих шестеренок, и, конечно, ты осязаешь. Вот. А кто-то живет просто рефлексами, не видит. А ты обращался к Богу с молитвой? Ну, мы же как люди в этом плане банальные. Когда нас припирает, мы сразу начинаем просить у всего сущего, лишь бы нас это пожалело, простило, дало еще один шанс. То есть мы такие же. А когда у нас все хорошо, мы не думаем ни о чем. А причастность к чему-то святому во время процесса работы ты ощущаешь? Ну, как вот фразу слышал такую. Одного спросили, ты чем занимаешься? Он говорит, кирпичи ношу. Другого спросили, он говорит, храм строю. То есть процесс один и тот же, вопрос, как ты к этому относишься, к процессу. Если я вижу механизм того, что иконостас, храм, вся эта красота, все это убранство помогает кому-то, вот ты пришел, молишься, ты получаешь какие-то ответы на вопросы, пытаешься найти выход из ситуации, и тебе это помогает, значит, если ему это помогает, а я это делаю для того, чтобы он сюда приходил, значит, следовательно, я делаю добро. То есть, ну, логика проста. Если... Ты крещеный? Да, конечно. Я даже помню, как меня крестили. Это кажется невероятно, может быть, это плод фантазии, но я помню, как меня окунали, и мне было всего год, я не представляю, как это возможно, но я помню, как стоят люди, меня окунули, и я прямо помню этот момент ярко, не знаю, то ли это фантазия, то ли действительно воспоминания. А в каком храме тебя крестили? Меня крестили в Верхней Церкви, наша Верхняя Церковь Казмеденская. Ром, а тебя кормят за работу, да, в храмах? Да, ну, работаю я не за еду, конечно. Но подкармливаю, чтобы было эффективнее. А то буду, как в концлагере, худой и медленный. О, что-то неправильно наливаю, наверное. О. Привет. Чем занят Роман Сергеевич? Изготавливаю матрицу для создания фигуры акпарса. Вот акпарс из разных частей. Основа, отдельно отливается инструмент, отдельно меч, отдельно голова. Вот это процесс создания матрицы. Силиконовая форма из разных частей. Одна часть, вторая, и сейчас будет еще готовиться третья. Вот так она выглядит уже готовая. Кто тебе сделал этот заказ? Заказала мне администрация района. Гардемарийского района. Гардемарийского района, да. Они мне заказали партию. И эту партию я изготавливаю для них. Уже часть изготовил с одной матрицы, вот сейчас со второй матрицы изготовлю еще остальную партию. 100 грамм нужно налить. Я когда покупаю в магазине целую кучу туалетной бумаги, мне всегда неловко, я всегда уношу по 20 рулонов. Я хочу всем сказать, да это для работы. Ну, не будешь никому объяснять, приходится молча, спокойно забирать и идти дальше. У нас всего есть 5 минут. Это минуты 2 на перемешивание максимум и минуты 3 на то, чтобы уже заложить ее. И вот такими слоями просто небольшими будем накладывать сейчас. Для чего это? Это опалубка, это пластик. То, что я сейчас накладываю, это пластик в кашеобразном виде. Он уже нагревается, вот сейчас он уже теплый. Сейчас уже будет становиться скоро горячим. У меня есть небольшое количество времени, чтобы его заложить, иначе он застынет. Уже можно будет его просто выбросить.
Че, Сань, тебя что-то не видно? Покажись. Правда, да? Да, покажись. Сань, поздоровайся с Любой. Привет! Здорово. Здорово, ты меня снимаешь? А ты попадешь в YouTube в серию про Ромку. Ладно, я хоть причесался. Да ты не причесанный красивый, Саш. Да? Да. Ой, спасибо. А я как раз... Что, как дела, Люк, рассказывай. Отлично, все хорошо. Он намазал я, матрицу. Казалось и правда, что Млечный Путь Господь послал ему на лампасах. Его погоны горят, как ртуть. Он так прекрасен, что нас колбасит. Белым светом наполнен он. Добрый, славный, себе смеется. Его душа, как полигон, ему светло, и ей поется. Жизнь била так. Спалила Гагарин, я вас любила, ой, ра-ра-рай. Гагарин, я вас любила, ой, ра-ра-рай. Я знаю, что ты творческая личность. Тебе помогает как-то музыка или, может, наоборот, тормозит? Музыка очень сильно помогает. То есть ты как будто бы солдатов всех собираешь, как генерал, и им какую-то речь произносишь, и они аккумулируются как бы. И музыка то же самое. Ты берешь гитару в руки, играешь, поешь, весь твой организм, как твои маленькие солдатики, собираются и воедино, и слушают тебя. Бывает, есть некая такая рассеянность, усталость ума от огромного количества информации, от всего. А когда ты садишься наедине с собой и играешь на гитаре, там, или кто-то там, может быть, поет, или еще что-то делает, ты занимаешь свои руки, занимаешь свой фокус внимания, и ты получаешь релаксацию. Получается, кто-то, вот, например, пьет алкоголь и получает релаксацию. А здесь как бы естественным путем, не надо никаких стимуляторов, ты сам с собой в уединении, и твой мозг, он отдыхает. А Роман Фролов умеет любить? 100%, наверное, даже 200 даже процентов. В чем выражается твоя любовь? Ну, любовь, она ведь во всем. Например, если говорить про слова любви и кому-то признаваться в любви, поэтому я, наверное, скорее даже промолчу и не признаюсь, даже если уже буду некое время любить человека. Я не буду говорить об этом. Я буду проверять, вникать, себя перепроверять, действительно ли это так. Потому что если говорить про слова любви, это уже кляться в верности, я так считаю. То есть, если ты сказал «люблю», значит, это то же самое равно предложение. Если говорить про любовь в другом контексте, любовь там в дружбе, я люблю своих друзей, допустим, я люблю людей, я люблю мир, то есть я всех люблю, у меня, в принципе, все через любовь происходит. Я негативными мыслями, в принципе, не живу. Ну, бывают такие периоды, конечно, там что-то выбивает из колеи, какие-то обстоятельства жизненные, но в целом все через любовь. А ты думаешь, истинную любовь нужно проверять? Ну, понимаешь, бывает такое, что ты можешь ошибаться. Допустим, захлестнули страсть какая-то, да, чувство, и тебе кажется то, что ты любишь. Сколько раз в жизни любил Рома Фролов? Ну, наверное, прямо сильно, прям с такой яркой, пылкой страстью, наверное, однажды. А так, ну, проявления любви всегда были, ну, немного разные, там, в юности умилительные такие, там, да, какие-то, ну, как, наверное, как у всех. Вообще, твое сердце кем-то сейчас на данный момент занято? Сейчас я, наверное, уже как-то ответственно пытаюсь подойти к вопросу выбора, ну, для семьи, для создания семьи, наверное, ну, ответственный шаг. Итак, А есть мысли о создании семьи? обязательно, конечно. А дети? Ну, в принципе, все для этого и делается. Много ты детей хочешь? Ну, это же сколько Бог даст. Я бы хотел и побольше, там, 3-4, я не знаю, можно и больше. Какая разница, это же неплохо. Лишь бы ты мог себе это позволить. Ром, ты сказал, что любишь своих друзей. А какие качества ты больше всего ценишь в дружбе? Настоящая дружба, если ее идеализировать, а идеализировать мы должны, потому что мы же к эталонам стремимся каким-то, дружба, она, наверное, и основывается как раз на сострадании, милосердии, искренности.
Ну, это единение душ по единомыслию, так скажем. То есть, если два человека мечтают, может быть, о похожих вещах, для них мир примерно похожий, они смотрят на него как-то. У них есть какие-то идеи, мечты, которые бы они хотели воплотить, видят, может быть, какие-то изъяны в этом мире одинаковые, хотят их вместе залатать. Вот эти единения души, они как бы сформируют некий храм. Такую дружбу сложно разрушить, наверное, потому что у них более высокие идеи, чем деньги или еще что-то. Следовательно, они не будут размениваться по таким пустякам, как деньги. Я знаю, что ты очень долгое время прожил в Москве. Что тебя сподвигло вернуться на малую родину и к тому же еще открыть свой бизнес? В Москве жить хорошо для того, чтобы набраться какого-то опыта, посмотреть на всю эту суету, так скажем, проверить себя на крепкость, на прочность, посмотреть, почувствовать себя, увидеть в себе какие-то изъяны, слабые стороны, сильные стороны. Вот. А родная земля, она всегда ждет. Ну, хочется на родную землю, потому что здесь все-таки привязка к детству. Мы все здесь растем. Идя по тротуару, ты видишь лица, знакомые тебе с детства. Вы не знаете друг друга, ты не знаешь, как к нему обратиться, но это очень приятно. Садишься в автобус, смотришь на водителя, и это же самый водитель, который вез тебя там 15 лет назад. Ты еще ребенком, может, в школу там ехал, да, на этом автобусе, а он же едет, этот же водитель. То есть уже немножко посидел, там все, и это очень мило. Вы не знаете друг друга, но после Москвы у тебя создается ощущение, что ты любишь весь город. Тяжело тебе было проявлять себя здесь после Москвы? После Москвы, наверное, какое-то время адаптации происходит. Сколько-то месяцев ты как в вакууме каком-то. Но это приятный вакуум. Тишина, переосознание какое-то самого себя. Почему обретаешься. твой выбор пал на литейный и столярный цех? Ну, это какая-то форма независимости и возможность проявлять себя творчески. Хочешь памятники твори, хочешь А вот табурет. откуда именно эта идея возникла? Почему именно это направление? Ну, наверное, может быть, от отца все-таки, потому что отец с детства занимался этим. Он резал резьбу, то есть я это все видел с детства. И, конечно, у меня, наверное, как-то зафиксировалось в голове то, что вот мой отец независимый человек. Он делает красивые вещи, занимается творчеством, легок и благодушен, и весел, и он чувствует себя уверенно, комфортно, ни от чего, в принципе, независим. И выбирает свой график, как он хочет, живет, как он хочет. Он захотел погулять, он пошел погулял. Мне показалось то, что такая форма существования, она очень приятна. Когда анализируешь, сравниваешь, и, конечно, выбор падает в сторону такой независимой жизни. Как бы. Но эту независимую жизнь нужно служить. То есть это вот надо трудиться, надо что-то делать для этого. То есть надо вложить время и силы для того, чтобы прийти к этому легкому образу жизни. Только в регионе твои иконостасы существуют или за пределами республики? Пока что те, в которых непосредственно мое участие было, которые я делал, это все-таки Республика Мариэл. И один храм в Нижегородской. Мы с отцом вместе его делали, реставрировали. Династия Фроловых дает о себе знать. Крутые людишки. Крутышки, ты хотел сказать? Самое первое, что я Изучение вывел технологий. из полимеров. А какой это год был? Это, лет 10 назад. Да, около 10 лет назад, когда я только из Москвы переехал. Еще полиграфическая фольга, а вот это уже сусальное золото. Скажите, а вам комфортно вдвоем работать? Ну, Нет мы конфликта нам отцов комфортно, детей? он в одном месте работает, я в другом. Но дело у нас одно. А в чем заключается ваша работа? Наша работа... Вот именно ваша. Наша в честности, прежде всего. Никакой там лажи. Моя конкретная работа заключается в резьбе, вырезать, сделать эскиз, позолота, вот, пожалуйста. А дело любимое? Дело любимое. Я еще музыкой увлекаюсь, так что поэтому у меня ансамбль, как говорится, вот играет. Вот его соблазняю, сына, он все что-то там. Не хочешь? Хорошо играет, хорошо поет.
У нас разные, так скажем, музыкальные предпочтения. Я так понимаю, гены сыновьям вы, дядя Сереж, передаете? Ой, не знаю, это, мне кажется, свыше дается каждому. Видишь первые фотографии, когда отец только начинал работать, черно-белое фото. Это одна из первых работ. Какие года это, пап? Это 90-е годы. Это... Виловатого. Виловато. Вам приятно, что сын продолжает вашу традицию? Ну, я, в принципе, это хочу, чтобы он хорошим человеком был, прежде всего. А сейчас нельзя о нем так сказать, что он хороший человек. Ну, это все на грани становления. А вы видите в Роме свои черты характера? Ну, это мое зеркало, хоть хотите сказать? Нет, хочу спросить, Да, не утверждаю. зеркало. Не знаю, если я такой, как он, То прошу меня застрелить. Мне кажется, может, я такой. Он немножко там настойчивый. Но я тоже настойчивый. Он всегда говорит, я сам, я знаю. Это воспитание, много зависит от воспитания. Если человека воспитывали, так скажем, в семье положительным примером, там, не пьянствовал там отец, разгульную жизнь не вел. Я вот 5 раз был женат. Это же не говорит, что я был разгульный. Вы были 5 раз женаты, Да. а ваш сын уже такой рубеж, когда пора бы иметь детей. Но он, глядя на меня, я говорю, ты, сын, не спеши, я вот 5 раз был женат. И что толку? Ну, я хоть рад, что у меня дети, у меня есть дети. И человек у меня вот сейчас, женщина прекрасная. Душа человек, я считаю. По мне, так вот, я в своих тех женщинах этой души просто не видел. Может, из-за этого мы и расставались. Тебе не хватало маминой любви в детстве? Мне всего, наверное, хватало, потому что у меня бабушка была очень любящая, очень хорошая женщина. Я с ней какое-то время жил, воспитывался, и с папой тоже. Мне как-то всего хватало, все было хорошо. Я считаю, то, что меня в этом плане мне очень сильно повезло. Мои жены его не обижали. Это тоже. Сергей Юрьевич, а нет у вас ощущения, что Роме досталось больше всего любви от вас? То есть Не у вас знаю, он 3 этого не сына. показывает, он не показывает этого. У меня и стихи посвящены ему, есть «Сирота», там стих. Рома, а можешь Он- сказать он папе мужчина. слова любви? Так я периодически говорю, с днем рождения, когда поздравляю. Да, он скуповат. Я тебя люблю, пап. Ну, так взаимно У я. нас как может быть по-другому? Мы просто не болтаем как бы этого. Что краше земли не найти берега, луга, бескрайние наши просторы, правый берег все будет река, там где чайки шумят над волною, правый берег целует река, там где чайки шумят над волною.